345 делегатов присутствовали на втором съезде политической партии АПСНА. Кроме того, в работе съезда приняли участие руководители ветеранских организаций научного сообщества страны, было много молодежи. Решение провести съезд в канун юбилея Победы является не случайным. Оно глубоко продумано и обосновано, позволяет подводить некоторые итоги и думать, опираясь на прошлое, о будущем, отметил в своем выступлении председатель партии АПСНА Ахра Аристава. Только благодаря единству и крепкому духу абхазского народа, начиная со времен махаджирства, на всем сложном историческом пути становления абхазского государства удалось не просто выжить, а завоевать право на суверенную и независимую страну, подчеркнул руководитель партии. Все успехи нашего народа в 20 веке связаны с тем, что всех связывала единая цель, тысячелетняя мечта восстановить абхазскую государственность, и однозначно именно единство позволяло осуществить и реализовать чаяния нашего народа. Председатель партии отметил, что АПСНА является провластной партией, и ряд членов Политсовета занимают высокие государственные должности. В то же время, по мнению Ахры Аристава, коррупция и бюрократия стала в нашей стране абсолютно откровенной, и противостоять этому можно только организованно и публично при поддержке всех политических сил. То, что страна нуждается в переменах, говорят и знают все в нашем обществе. И ветераны, и учителя, и врачи, и ученые, и крестьяне, и деятели культуры, строители, офицеры, буквально все. Как вы знаете, партия АПСНы сегодня является провластной. Ряд членов Политсовета занимают высокие государственные должности. Но при этом совершенно ответственно мы хотим заявить, что перемены таких масштабов и такой глубины возможны лишь при единстве народа, при конструктивном сотрудничестве всех политических сил, при условии объединения воли и силы духа наших граждан, как это было ранее на всех исторических этапах развития нашего государства. Главный и основной посыл съезда – призыв ко всем политическим силам и в первую очередь к ветеранским организациям, к ветеранам войны объединить усилия, услышать друг друга и вместе преодолеть противоречия ради будущего. Сидя вот здесь, слушая всех, вспомнил слова Путина «Начну с них». Это Путин произнес в Ассамблее ООН, обращаясь к Западу. Ну, я не Путин и немножко по-другому скажу. Он сказал так: вы поняли, что вы наделали? А я скажу так: вы видите, что мы наделали? 25 лет прошло. 25 лет прошло. Что случилось с нами? Почему мы не смогли объединиться? Капитализм – это не наш строй. И демократия тоже не наш строй. У нас всегда была Апсвара, должно и остаться Апсвара. Я извиняюсь перед всеми партиями, перед председателями. Нужна одна партия в Абхазии. Не нужно Аруа, не нужно Абаш. Это мое понятие. Пускай будет Апсвара, и все будем его придерживаться. Все могут это соблюдать. Это образ жизни. Оно трудно не будет никому. Все выступавшие на съезде говорили об одном – объединении и единстве, о том, что наступил момент, когда необходимо, отбросив все разногласия и обиды, выработать общую концепцию по выходу из сложной общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране. Людям нужна дорожная карта по выходу из кризиса. Все эти горячие лозунги и взаимные обвинения, длящиеся на протяжении десятилетий, ничего, кроме разложения нашего общества, нам не приносят. Мы должны научиться прежде всего нести именно политическую ответственность. В особенности это касается руководителей общественных объединений. Ответственность – это та цена, которую должен платить каждый государственный и общественный деятель. В завершении делегатами съезда была принята резолюция. Политическая партия АПСНА, выражая озабоченность в связи с имеющими место разобщенностью и расколом общества, стремясь содействовать внутреннему спокойствию и согласию, предлагает всем политическим силам начать совместные консультации и переговоры для выработки и продвижения общей концепции по таким основополагающим конституционным преобразованиям, как реформирование и модернизация госуправления, реформирование избирательной системы, совершенствование законодательства
законодательства о выборах президента, усиление законодательных мер по борьбе с коррупцией. На съезде присутствовали лидеры ветеранских организаций АРУА и Амцахара. Они высказали свое мнение по поводу прозвучавших призывов объединения всех ветеранских организаций. Когда вопрос идет об единстве, мы должны понять, а вокруг чего мы объединяемся. Какова цель этого единства? После войны прошло 25 лет, и 25 лет все политические партии, общественные объединения говорят о том, что надо объединиться, надо вместе строить государство. И, к сожалению, чем больше мы об этом говорим, тем больше оказывается, что мы разъединяемся. Я этот посыл принимаю как руководитель ветеранской организации. Я думаю, другие общественные политические силы тоже это будут принимать. Мы, конечно же, в результате дальнейших консультаций со всеми организациями будем приходить к общему. Это надо делать обязательно, я считаю. Но всегда есть но в этом деле. От слов надо всегда переходить к делу. Наш шаг к этому готов. Посмотрим, как остальные. Члены партии АПСН надеются, что их посыл будет понят и услышан. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.